Одесская мэрия проиграла очередной иск по аэропорту. Суд отказался отменить пункты устава ООО «Международный аэропорт Одесса» и договора о корпоративных принципах управления обществом, заключенного между Одесским горсоветом и ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», согласно которым доля горсовета 25% в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью Международный аэропорт Одесса, а фирме Одесса Аэропорт Девелопмент 2/3 пакета акций, 75%. Об этом свидетельствует постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 12 февраля 2015 года. Собственно, то, что наш аэропорт окончательно ушел в частные руки при незабвенном Алексее Алексеевиче Костасеве, это не только его заслуга, в кавычках, разумеется, но и всех его предшественников. Игры вокруг Одесского аэропорта начались при Руслане Баделане. При нем несколько раз делегации чиновников путешествовали за казенный счет то в Германию, то в Австрию, заверяя одесситов, что уже почти решили судьбу воздушных ворот города, и честный частный инвестор готов вложить немеренные деньги в его реконструкцию. Не вложил. Затею Баделана продолжил Эдуард Гурвиц, он пошел дальше. Была придумана банальная схема. В офшоре некий местный инвестор зарегистрировал фирмочку с основным капиталом, если мне память не изменяет, 40 тысяч гривен. Потом привел в мэрию не самую крупную российскую компанию, предложившую сделать Одесский аэропорт аэропортом подскока. Впереди грезилась Сочинская олимпиада, а перед этим европейский чемпионат по футболу. И такой вот вариант давал возможность быстрого и дешевого переброса туристов с юга Европы в Украину и в Сочи. К чему нужна была мэрии Гурвица эта самая офшорная компания с мизерным уставным капиталом? Понятно. Через некоторое время Одесский аэропорт обязательно стал бы собственностью ограниченного количества чиновников и близких к ним людей. Славную традицию своих предшественников продолжил и завершил, напоминаю еще раз, Алексей Костасев. Полагаю, не без пользы для себя любимого. К чему это я вспоминаю дела минувших дней? Отвечу. В городе началась избирательная кампания. За пару мест в городском собрании борются несколько известных политиков, построивших свой вход во власть традиционно, безудержно критикуя действующую. Было бы глупо утверждать, что нынешние чиновники сплошные ангелы и работают без провалов. Я о другом. Читаю на одном из местных сайтов функционера партии «Удар», который требует немедленно отобрать аэропорт у тайных казначеев Януковича, которые к тому же замечены в связях с Россией. И это пишет человек из команды Гурвица, которая желала отдать воздушные ворота Одессы россиянам. Что же с памятью его стало? Другой кандидат тоже не удержался от критики, костеря нынешних за этот самый аэропорт и проколы в коммуналке. А вспомнить, что было при Руслане Борисовиче, с которым была повязана судьба претендента на кресло в городской думе. Неужели был полный порядок с дорогами, отоплением и ремонтом жилого фонда? Где отыскать очевидцев таких успехов? Как по мне, куда лучше предлагать свой план действий, не тратя силы на очевидность сегодняшнего бытия. Ибо оно, это бытие, формировалось прошлой жизнью нынешних кандидатов в депутаты.